Дорогая церковь, добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Большая просьба ко всем многочисленным людям, которые находятся на первом этаже, и вы нас слышите, пожалуйста, поднимайтесь наверх, мы будем начинать. Давайте мы прострем наши руки Господу. Мы благословим сегодняшний день, сегодняшнее утро, сегодняшнее собрание. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Благодарим за это морозное утро, за благодать, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами, живые, здоровые. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим у Тебя Твоего благословения, Господи. Мы просим у Тебя Твоего присутствия, Господи. Мы хотим пережить встречу с Тобой. Мы хотим слышать от Тебя, Господи. Мы хотим, чтобы Ты направлял нас в нашей жизни. Господи, на этом собрании двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь. И высвобождай, что Ты хочешь, Господь. Мы не хотим Тебя никак ограничивать, Господи. Каждый из нас говорит: вот он я, возьми меня, используй меня. Дай мне послужить Тебе. Дай мне быть инструментом, через который Ты можешь послужить моим братьям и сестрам. Пусть будет так, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы ожидаем от Тебя, Господи. Господи, мы ожидаем, что Ты будешь исцелять, что Ты будешь пророчествовать, что Ты будешь высвобождать свободу. Аллилуйя. Там, где Дух Господень, там свобода. Мы приглашаем Тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Мы хотим быть в полной свободе. В свободе от горечей, разочарований, поражений. В свободе от болезней. Аллилуйя. Пусть будет так, Господи. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Давайте мы Господу дадим аплодисменты. Аллилуйя, Господь. И мы прославим Его как никогда. Создал небо, создал звезды, создал землю. Ты наш вечный Бог, ставит небо, ставят звезды, ставят все. Тебя, Господь, лишь одного создал небо, создал звезды, создал землю. Ты наш вечный Бог, славит небо, славят звезды, славят все. Тебя, Господь, лишь одного. Тебя, Господь, лишь одного.
дышащее да славит Господа, ибо Он достоин, ибо все, что увидим, создал наш Господь. Аллилуйя! Могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь. Могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь. Могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь. Могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Я громко воскликну аллилуйя.
Ты прекрасен, Ты чудесен. Аллилуйя! О, как прекрасен Ты, мой Господь, Твои слова, Твоя любовь. О, как славен Ты, мой Господь, Твоя сила и Твой крест меня спас, грехи простил и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. О, querer linda, encanará en tu latir, en tocar-lhe. Oh, querer linda, enseñar-lhe, en pedir-lhe. Распятый на кресте стал моим царем навеки. 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 Меня спас, грехи простил и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Тебе вся слава, слава, Иисус. Теперь вы. Воздай ему всю славу. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твои слова, за Твое величие, Господь.
побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через твою кровь, твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Мекен булбуду быганыл быды, Иисус быгачы. Котталы кайды, эстер күнүрдү, бейере таланылды. Ани кулуда болбаппын, Иисус оғотобун. Ани кулуда болбаппын, Иисус оғотобун. Теремиңите мигин салбыды, Таптаңын ат бербиди. Иисус канынан саңарды терем, эйенемин болбуду. Ани кулуда болбаппын, Иисус оғотобун. Ани кулуда болбаппын, Иисус оғотобун. В твоих объятиях, в твоем спасении душа ликует, песню избавления. Мы навек свободны, пали рабства цепи. Давайте праздновать
дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Аллилуйя, мы дети Божьи, воздай ему всю славу. Спасибо, Господь, что Ты назвал нас детьми. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за каждого человека, кто находится сейчас здесь в зале, а также за всех людей в нашей церкви, которые отсутствуют, за тех многих людей, которые отсутствуют по каким-либо причинам. Господи, мы просим Тебя прежде всего за исцеление болящих. У нас так много людей, семей заболели. Господи, мы просим Тебя, пусть Твоя рука, она будет над ними. Пусть проведет через все болезни. Мы провозглашаем просто божественное здоровье и исцеление во имя Иисуса Христа. Всякая болезнь оставь. Оставь всякого болящего во имя Иисуса. Господи, укрепи тех, кто ослабел духовно, кто ослабел физически, Господи. Пусть будет полное восстановление, пусть всякая болезнь, она пройдет, физическая и душевная. Оставит каждого человека, и не будет никаких последствий во имя Иисуса. Провозглашаю просто силы, Божью благодать, Божью милость и здоровье во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за каждую нужду, за всякую нужду, которая есть у нас. И прямо сейчас, если у тебя есть какие-то нужды, у тебя есть о чем попросить Господа, неважно что, прямо сейчас приноси эту нужду пред Богом, проговаривай ее. Господи, восполни, в чем бы мы ни нуждались, Господь, ибо Ты великий Бог, и для Тебя нет ничего невозможного, Господи. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы каждый дом он был наполнен, чтобы было что положить на стол, чтобы было чем угостить гостей, было чем заплатить за текущие нужды, Господи, и даже чтобы сверху оставалось, Господь. Господи, мы просим Тебя за примирение в те семьи, где есть какие-то разногласия, Господи. Мир Божий, который превыше всякого понимания, Господи, пусть будет во имя Иисуса. Господи, укрепи каждого болящего, Господи, укрепи каждого, кто начал сомневаться, Господь, в чем-то. Мы просим Тебя, с Тобой нет ничего невозможного, Господи, все возможно с Тобой, во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за всех людей, кто стоит на пороге принятия важных решений. Может быть, человек, он думает, что это не важно, но это окажется важно, Господи. И мы просим у Тебя Твоей мудрости в принятии решений, Господи. Мы просим Тебя, Ты направляй, Господь. Хотим быть в Твоей воле. И даже если это просто какие-то жизненные дела, Господь, дай мудрости, как разрешить, чтобы все было устроено, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за всех молодых людей в нашей церкви, Господь. Благослови их, как мы их благословляем, Господи. Кто-то стоит на пороге принятия решения вступить в брак, Господь. Просто дай мудрости этим людям, Господь. Дай им увидеть друг друга, потому что это важное решение, которое принимается навсегда, Господь. И нет ничего хуже провести остаток дней Твоих с тем человеком, который на самом деле Тебе не подходит, Господи. Ну дай выбрать, дай мудрости, Господь. Аллилуйя. Просто благословляем каждого молодого человека, которому только предстоит знакомство, принятие решений. И, Господи, мы также благословляем всех уже не молодых,
кто еще ищет, Господи, кто хочет, Господи, благослови, благослови, дай мудрости, дай знакомства эти, Господь, направь пути и убереги просто от принятия неправильных решений во имя Иисуса, Господи. Отец, мы просим Тебя также за наши власти в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе, за всех людей, кто стоит у руля и кто принимает решения, от кого зависят судьбы народа. Господи, мы просим Тебя, благослови каждого. Господи, дай им мудрости, направь их пути. Господи, сделай так, чтобы жизнь в нашей стране, она менялась к лучшему, Господи. Чтобы благосостояние людей, она менялась к лучшему. Чтобы те решения, которые эти люди, они будут принимать, они были взвешены, они были мудрые. Господи, и прежде всего мы просим Тебя, чтобы все решения, все стремления в нашей стране, они сочетались с Твоей волей, Господи. Господь, мы хотим, чтобы эти люди, они слышали Твой голос, Твое водительство, Господь. Аллилуйя. Господи, просим Тебя также за все церкви по Дальнему Востоку в нашем союзе, за всех пасторов, за нашего епископа, Господи. Мы просим, благослови и укрепляй наш союз. Дай нам сотрудничество, Господи. Укрепляй всех людей, которые что-либо делают в своих поместных общинах. Господи, у Тебя одна церковь, но поместные общины, они разные. И у каждого есть свое помазание, Господи. И дай каждому войти в свое призвание, Господь. Исполнять волю Твою, слышать голос Твой, идти за Тобой. Аллилуйя. Да будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Слава Богу. Еще раз я рад вас видеть. Я также рад видеть, что у нас, хоть кто-то подошел. Чудо умножения произошло во время прославления. Давайте мы группу прославления тоже поблагодарим. Несмотря на то, что они в очень усеченном составе, да, у нас половина музыкантов на гастроли уехала. Человек оркестра уехал уже. Да, это уже половина. Пусть Господь благословит их, чтобы они... А вы пока не садитесь, у нас добрая традиция уже тоже есть. Давайте мы подойдем к кому-нибудь. Вы видите человека первый раз. Может быть, не первый раз, но вы кого-то давно не видели. Благословите его. Вот скажите что-нибудь прямо хорошее. Высвободите силу Божию в его жизнь. Что-то. Хорошо? И пока это все происходит, можно позвать сюда детей. Если у нас есть дети, подростки, пожалуйста, поднимайтесь, выходите сюда перед сценой. Сын к папе. У нее как бы тоже, да, кликаешь. Хорошо, дети, подростки, пожалуйста, поднимайтесь сюда. И можно позвать всех, кто внизу. То есть я их видел, они где-то были. Где-то бегали. Хорошо, и я еще видел, где-то они бегали. Нет, не эти, другие.
Хорошо, пока они идут, вы знаете, у нас добрая традиция в церкви. Мы на каждом собрании благословляем детей. И все вы знаете, что благословить это значит сказать что-то благое или современным языком хорошее. Да? Как мы сейчас друг друга благословляли, давайте мы детей благословим. Мы соединимся в молитве. И я хочу попросить брата, отца 5 детей, дедушку 7 внуков. Ему есть что сказать. Да? Давайте мы присоединимся с ним. Он поведет нас в молитве и благословим. Доброе утро, церковь. Когда я был юношей, я не думал, что у меня будет много детей. И сейчас уже стал дедушкой 7 раз. И каждый день я молюсь за своих детей. И я, стоя здесь в церкви, и молюсь за наших детей. Господи, благослови наших детей, чтобы они были умными, добрыми, отзывчивыми, сильными, успешными в путях своих. И каждый, который их будет касаться, будет сильным и телом своим. Сильным. Будешь сильным? Мудрым, успешным, знающий Бога лично, знающий Бога на «ты» за свою жизнь. Пусть Бог наш Всевышний, Иисус Христос, благословит их обильно. Да будет так. Аминь. Слава Богу, было сильно. Хорошо. И вы заметили, что зима наступила? Декабрь на дворе, календарная в смысле. У нас она чуть-чуть раньше наступает, да, чем декабрь. И заметили, что погода в этом году балует, да? Тепло? Ну, вы понимаете, да? Нормально. Обычно что-то видно в окно, уже слава Богу. Но о чем это говорит? Ребят, Рождество скоро, да? Рождество один из величайших праздников для всех христиан. Тот день, когда родился наш Господь Иисус Христос. И мы будем праздновать здесь в этом году еще раз Рождество. Ну, то есть 25 декабря выпадает на воскресенье. Спасибо большое, Дмитрий Петрович. Выпадает на воскресенье, и еще раз, у нас нет никаких причин для того, чтобы откладывать что-то, переносить, потому что иногда мы празднуем 7-го. И еще раз, да, кто, может быть, вы пропустили, я не устаю говорить об этом. Вы все уже знаете, вы уже подкованы, если вас кто-то спросит, а что вы такие, почему 25-го, да? Да не имеет никакого значения, да, когда ты празднуешь. Просто вы знаете, что это по новому стилю и по старому стилю. То есть юлианский календарь и григорианский календарь. Государство наше, оно перешло на новый стиль, на григорианский календарь. А православная церковь, она не перешла. И так как у нас православная церковь имеет особый статус в государстве, кто бы как бы что ни говорил, да, сделали государственным праздником именно 7-е, потому что, вы знаете, да, что это не фиксированная дата, что вот эти вот часы и минуты, которые накапливаются, потому что юлианский календарь, он не такой точный, оно не так быстро, но оно постепенно идет, и скоро будут праздновать 8-го, как скоро, видимо, я не помню точно, не при нашей жизни, но оно перейдет на 8 число и так далее, понимаете? Поэтому, нет вообще никаких, если к тебе кто-то подойдет и начнет тебе говорить, а вот вы такие сякие там, или вообще не спорь. Да никакого смысла в этом нету. Какая разница? Помните, да, как Великая Октябрьская социалистическая революция, старшее поколение, вы помните? Когда она была? Это по старому стилю. А праздновали это какого? 7 ноября. Ничего не говорит ни о чем. 25-е, 7-е. Революция была 25 октября, праздновали 7 ноября. Вот те самые дни, которые здесь тоже. 25 декабря, 7 января. Новый старый стиль, все.
больше ничего. Так, с этим слава Богу. И у нас есть немаловажная часть служения, которую мы совершаем также. Это что? Это причастие и хлебопреломление. Или хлебопреломление. И вы все знаете, зачем и почему мы это делаем. Да? Кто-то есть, кто не знает? Нет таких, наверное. Церковь, она всегда это делала. Имеется в виду не только наша, но со дня своего основания. Больше 2000 лет. Церковь, она всегда делала это. Зачем и почему? Потому что это то, что заповедал нам делать наш Господь Иисус Христос, который наше упование, основа нашей веры, центр всего. И Он сказал: делайте это в мое воспоминание. Это вот такая вот прямая заповедь. И есть в этом куча всяких разных смыслов. Церковь называет это таинство. И людям вообще свойственно, знаете, когда вот быт, когда у тебя куча дел, и как-то замыливается вообще значение всего часто. Вы согласны? И как, я знаю, да, я спасен, Иисус умер за меня, и вот там, но вот это, знаете, это вот определенный обряд, процедура, да, которая не просто так, ее нужно приготовить, специально сделать. И когда у тебя уже все там давно начинает где-то, может быть, замыливаться взгляд, значение слов, оно теряется. И ты напоминаешь себе, всем окружающим и в духовном мире. Может быть, дьявол тебе как раз там уже говорит: да ты вообще никто. Может быть, ты как-то спасение это не получил? Как-то вот в тот момент как-то там, как-то неискренне сказал или еще что-то. И у тебя начинает вот что-то, я даже не знаю, вот что-то, не знаю, есть у кого-то такое ли это. И ты делаешь, и ты говоришь: на. Да не потому, что я такой хороший, что-то там. Он уже все сделал. Я вот этим вот самым, часть его я напоминаю. Вот эта кровь, которая была пролита за меня. Вот это тело, которое было ломимо за него. И да, я получил спасение. Не потому, что я такой хороший, потому что он все сделал. А мне нужно только принять. И вот, знаете, вот важно человеку вообще напоминать себе. Так же, как в семье важно напоминать, больше жене, да, что я люблю тебя там, и так далее. Потому что, мужчине, ему нафиг не надо. Он может, как часто говорят, да, что, я же тебе сказал уже тогда, что я тебя люблю. Что-то изменится, я тебе сообщу. Да? Но женщине важно слышать часто об этом. И много не бывает. Да? И мы должны напоминать себе, всем окружающим, и в духовном мире это также провозглашение. Я принадлежу Христу. Я часть тела Христова. Аминь. И тело Христово это кто? Это мы. Это церковь. Да? Поэтому давайте мы не будем нарушать также заповеди Иисуса. Мы благословим сейчас этот сок, этот хлеб, и мы будем принимать. Давайте мы поднимемся, хорошо? Мы осветим сейчас, помолимся. И давайте также потом вот просто с этой стороны отсюда проходим и здесь возвращаемся по местам, хорошо? Отец Небесный, Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который был предан за нас. Иисус, мы благодарим Тебя за кровь Твою, которая была пролита за нас, и за тело Твое, которое было ломимо за нас. И мы делаем это, как Ты и завещал. И мы провозглашаем и освящаем сейчас этот сок и говорим, что это кровь Твоя, которая очистила нас от всякого греха, и посредством которой мы теперь имеем доступ к Отцу. Больше нет никакой завесы. Мы освящаем этот хлеб, и мы провозглашаем, что это тело Твое, которое Ты принес в жертву за нас. Мы все это принимаем с благодарностью, вспоминая о Тебе, сокрушая наши сердца и провозглашая, что Ты наш Спаситель, Ты наш Господь. И весь Божий народ сказал: аминь.
Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. 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 Я верю в чудеса, я верю в Божьи слова, я верю в Божию любовь через кровь, святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Он мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой. Я верю в чудеса, я верю в Божьи дела, я верю в Божию любовь через кровь, святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой. Я верю в чудеса, я верю в Божьи слова, я верю в Божию любовь через кровь, святую кровь, и все изменится вокруг, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, Он мой герой, Иисус герой. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви, Иисус, еще раз. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Даже
сила, что воскресила Иисуса из мертвых, живет в тебе. Сила Божьего Духа, помни об этом. Сила, которая побеждает любые болезни. Сила, которая несет освобождение в твою жизнь. Прими это и поверь. Иисус – сильный Бог. Пусть Он будет сильным не только на словах, но и на деле, в твоей жизни. Аллилуйя тебе, Иисус! Яви свою славу, наш Бог! Яви свою славу, яви свою силу, Иисус, яви свою славу, яви свою силу, Иисус. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Возьми меня, как глину, и возьми меня, как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, запусти меня в цель свою. Аллилуйя. Слава Богу, присаживайтесь, пожалуйста. У нас осталась немаловажная часть служения, это десятины и пожертвования, да? И можно попросить, Дмитрий Петрович, да, сразу ведра. Если вы первый раз в церкви, вы не знаете зачем, почему, вообще не переживайте. Если вы не первый раз, вы знаете, я ободряю вас просто давать от чистого сердца. Также у нас есть, это можно делать в электронном виде. О, у нас есть номер карты. Да, пусть тогда подольше висит. Недалек тот день, когда у нас будет QR-код там, я верю. Чтобы можно было просто навести. И деньги уже списались. Вы заметили, что у нас тепло? Гораздо теплее, чем было на прошлом собрании. У нас на этой неделе приходили сантехники, которые добавили нам 3 батареи. Если кто не заметил, вы знаете, такая... Как-то они их добавили, но почему-то именно эти батареи сейчас холодные, я их проверил. Но помимо этого они отстроили вообще все, спустили в воздух. И я вчера приезжал, проверял, они работали. Сейчас смотрю, не работает. Но тем не менее, слава Богу, тепло, хорошо. Да? Поэтому также мы продолжаем, наверное, все-таки будем продолжать ремонт. Заметили, первый этаж у нас все-таки меняется и меняется. Еще раз, может быть, кто-то я пропустил. Кому гардероб вообще вот понравился? Честно. Нормально? Что? Да, вешалки золотые, да. Недорого, кстати. Совсем. Ну, дешевле, чем на рынке, так скажем. Вот. У нас остался один кабинет недоделанный, и хотелось бы доделать что-то там все-таки. И я каждый раз, когда смотрю трансляции, меня сцена все-таки начинает раздражать. Хочется уже все-таки это белое пятно закрыть ковровым покрытием, как мы планируем, и все-таки сделать нормальный свет и так далее. Но вот сейчас у нас Вячеслав, он находится на гастролях. Санкт-Петербург, Москва, и когда он будет в Москве, мы хотим купить микрофоны для ударных установок. И я даже не буду говорить вам, сколько все это стоит. Ну, то есть это все стоит. Поэтому, слава Богу, вообще за каждого, кто когда-либо давал, дает. Но вам просто такой небольшой отчет, что мы делаем вообще, чем мы живем, на что нам надо, да. Поэтому мы все-таки, наверное, так, чтобы прославление, оно не чувствовало себя обделенным, как-то будем что-то и туда прикупать, чтобы нам улучшаться в этом плане, двигаться. И по мере поступления будем заканчивать с ремонтами. Еще одно такое объявление, даже не объявление, тоже, как не знаю, отчет, не отчет. Вы помните, у нас Мария вот постоянно выходила. В этом году мы взяли, как правильно сказать, ну, то есть нашли 50 семей, где есть малообеспеченные семьи, соответственно, дети маленького возраста.
пока взяли 50, правильно? 50 детей. И наша церковь, мы приготовили им подарки. То есть коробочки красивые, которые вы видели, они оказались маленькие, потому что эти коробочки они были только под конфетки. Но вы знаете, да, что там детская Библия с картинками, то есть, да, сладости какие-то, потом вот там полотенца, мишки, там предметы личной гигиены и всякое вот такое. И мы сделали отдельный сбор на это дело. И вы знаете, да, что уже сбор закрыт, потому что деньги собрали даже сверху. Я понимаю, да, там осталась сумма. Ну, она куда-нибудь идет, мы это не переживайте. Там, ну, я думаю, найдут им применение. Но суть в том, что здесь уже нужды нет. То есть все закуплено, я так понимаю, деньги на все есть, все приготовлено, все там расфасовано. Помощи в этом не надо. Но нужна помощь в том, чтобы развести. Развести это ориентировочно 17-18, да, декабря. Ну вот вообще у нас Мария за это дело ответственная, потому что если это будет делать один человек, ну 50 семей это очень долго, это не... 21 семья, ну то есть да, семьи это 21 семья. Нам нужно вот распределить 21 семью, то есть 21 адрес, по которым заехать. Соответственно, если у нас чем больше машин, тем быстрее мы это сделаем. То есть не нужно будет ездить в 21 раз там это. Ну да, это все вот здесь. Далеко ехать не, ну все равно, вы понимаете, да? Ну, есть на самом деле это не только 17-й квартал. То есть мы здесь вообще вот взяли вот строительный округ, то есть Радзинского и так далее, и так далее. Радзинского это где вот Манихтах. То есть вот это вот все, это... Вот, поэтому если у вас есть побуждение на сердце, если даже его нету, но есть возможность, вам нужно подойти, сказать, что я вот хочу помочь. Если ты боишься там куда-то заходить и кому-то чего-то давать, хотя бы машиной послужи. Ну, то есть Маше скажи, что вот я не готов ходить куда-то, но довести могу. Это будет уже круто. Хорошо, мы тогда найдем кого-то, кто будет с тобой ездить и заходить. Но если ты можешь делать и то, можешь также сказать. Хорошо? Вот, слава Богу. Хорошее начинание, я верю. И я думаю, что вот правда такая мудрость. Потому что вы знаете, да, мы до этого пытались там вот детские дома, и у нас до сих пор есть, я знаю, вот, кто помогает сам лично, детские дома и уже давно и долго, но, как правило, государство сейчас заботится о таких детях. Вот в детских домах, ну, как правило, у них как бы они закрыты. Вот подарками там, им внимание нужно больше, да. Но есть вот малообеспеченные семьи, где в прямом смысле все плохо. Вот, и я думаю, что это правильное и мудрое решение, поэтому если ты чувствуешь, что у тебя что-то вот шевельнулось, подойди, скажи, Господь будет тебя использовать, хорошо? Аминь. Слава Богу. И кто помнит, о чем мы говорили на прошлом собрании? Я сам забыл. Человек по сердцу Бога. Точно. И я думал, ну и еще думаю, планирую, что это будет какая-то серия. И мы будем смотреть на разные аспекты вообще. Что такое человек по сердцу Бога, да? То есть, как Давид был. Вы помните? И мы затронули, коснулись этого. Но так как у нас Рождество на носу, и, знаете, я уже начал готовиться, и как-то готовил, вот чувствую, у меня прямо вот как-то, ну, неспокойно. Все-таки во время Рождества и в преддверии Рождества нам нужно говорить все-таки об Иисусе. И, знаете, когда, казалось бы, вот вообще на Рождество, ну сколько можно, да, вот каждый год, как бы говорить вот вообще о Рождестве, это всегда, ну, может показаться, что, ну, что можно еще нового сказать, да? Ну, понятно, что тема, она бездонна вообще, неисследима, но вы же понимаете, что каждый человек вообще вот, я не знаю, если кто-то готовился к какой-то теме, вот там, ну, не обязательно к проповеди, если ты где-то, у тебя были какие-то публичные выступления, и ты пытался донести какую-то мысль. Самое лучшее это то, что ты переживаешь. Вот то, что ты пережил, в чем ты варился, ты как-то это переварил, и, ну, вы понимаете, вот тогда оно хорошо. И взять просто какой-то вот, ну, и каждый человек, он ограничен, вот, ну, как бы мы ни были. Даже самые умные, самые, не знаю, там, образованные, но у тебя определенный склад ума, ты мыслишь определенным образом, и когда ты читаешь местописание какое-то, да, например, ну, ты его видишь в каком-то определенном ракурсе,
оно преломляется через призму твоего опыта, твоего образования, там еще что-то, да. Другой человек по-другому видит. И поэтому, ну, знаете, какая-то тема для одного человека, вот кажется, как-то вроде бы уже она исчерпана, да. Что еще можно сказать? А быть каким-то, ну, неискренним, так скажем, ну, как-то не хочется, или вот как-то искусственно что-то взять. Вот, и, знаете, для меня вот такая вот тема интересная. Я, может быть, немножко вперед забегаю. Тема вообще это, тема проповеди это лучший пророк. То есть более лучший пророк. Это Иисус. И интересно, что про пророка, вот как бы мы привыкли, да, что мы говорим, Иисус, он царь царей, он царь, он священник, первосвященник там. Но вот как пророка, ну как-то вот не очень популярная тема. Может быть, я сам такой, может быть, вы там наоборот где-то видели, но я не очень часто встречал вообще, чтобы проповедовалось на эту тему. И вот мы коснемся сегодня. И прежде чем мы начнем, знаете, такой блиц-опрос. Я вот сейчас вам назову библейского персонажа. И вот 5 событий, которые происходили у него в жизни. И они все истинны. Это действительно было. И вы мне должны назвать, кто это. Хорошо? И у нас Любовь Николаевны нету. Поэтому как бы придется самим поработать. Любовь Николаевна, если привет большой. Это комплимент в смысле, да? Если что. Итак, когда он был рожден, народ израильский, он находился под гнетом другого народа. Да? Когда он был маленький, то есть новорожденный, его жизни угрожала опасность. Великий могущественный царь хотел его убить. Когда он пришел для того, чтобы спасти свой народ. Он был в Египте. И в какой-то момент своей жизни он постился 40 дней. Моисей и Иисус. Вы знаете, это и то, и то. Я вообще думал, что все скажут Иисус. Я такой умный скажу, а еще и Моисей. Как бы получилось наоборот, да? Что-то не сработало. Но на самом деле это истина и для Моисея, и для Иисуса. И вообще на самом деле это имеет смысл. Потому что когда-то Бог, Он проговорил Моисею следующие слова. Давайте мы посмотрим на Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. Бог говорит Моисею: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их», то есть он говорит про израильский народ, да? «Такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». И Иисус был тот пророк, про которого вот здесь говорил Бог Моисею. И он говорит, что этот пророк будет такой, как ты, он будет таким, как Моисей, он будет пророком, да? Но есть очень существенная, значительная разница между этими двумя людьми. В то время, как Иисус, он был как Моисей, в том смысле, что он был пророк, как Бог он и говорил, как он и обещал, но он был гораздо более великий. Он был больше. И он был лучший во всем. И мы подходим вот к тому месту Писания, знаете, вот основное наше сегодня, это послание евреям, 3 глава, 3 стих. «Ибо Он достоин», это про Иисуса, Он – это Иисус, «ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». И вот здесь, синодальный перевод не очень как бы удачный. В смысле, он хороший перевод, но не очень понятно. По крайней мере, для меня, не знаю, как для вас. Я сейчас то же самое место Писания прочитаю в новом русском переводе. «Иисус, однако, удостоен большей славы, чем Моисей. Так же, как и строителю дома оказывается больше чести,
чем самому дому. И на самом деле, вот в послании к евреям нам постоянно, ну вернее не нам, евреям, да, иудеям, говорится о том, что Иисус, Он лучше, чем вообще кто-либо. Он больше, Он величественнее, Он лучше. И там говорится о том, что Иисус, Он принес нам лучшую надежду. Можно не открывать, я вам так накидаю просто, да. Ну, если нужно, сами посмотрите. 7 глава, 19 стих. Он говорит, что у Него лучший завет, чем который был. Это 7, 22. 8.6 также. Он говорит, что лучшее воскрешение, 11.35, и лучшая жертва. Его жертва, она лучше, которую Он принес. И Он сам, Он был лучше, чем любое существо, чем любой ангел. И лучше, чем любой священник в Ветхом Завете. И, конечно, Он был лучше, чем Моисей. В этом смысле. И я хочу, чтобы вы понимали, что на самом деле вот это вот такое заявление вот для иудеев, для евреев и того времени, ну и сейчас, наверное, знаете, сказать, что кто-то, он больше Моисея, это, ну то есть хуже это только сказать, что как вот Иисус говорил, да, что Он Сын Бога Живого, да, что Он Бог. То есть это такое, но вы должны понимать, что Моисей для иудеев это личность, ну, несопоставимого масштаба ни с кем. Это такой столб, на котором вообще основывалось и основывается все. Как кто-то говорил, что, вы знаете, иудеи, они воспринимали Моисея как лидера и пророка, и никто рядом с ним даже не сопоставим. Моисей, он был защищаем Бога от своего рождения с самого, да, сам Бог, Он свою руку помещал, Он защищал его. И до самой смерти Он его вел. И между этими вот двумя датами, там, дата смерти, двумя точками в его судьбе, да, дата рождения и дата смерти, жизнь Моисея, она была наполнена чудесами и знамениями. Чудесами и знамениями. Просто чудеса и чудеса все время были в его жизни. И в то время, когда Бог, Он говорил с другими пророками, каким образом? В видениях, в снах, да? Моисеем Он разговаривал лицом к лицу. Ну, так можно, напрямую. Да? И у иудеев, вся жизнь, вся нация, она построена на законе. Законе чем? Как они его называют? Моисеевой, да? Вот в Ветхом Завете, вы понимаете, да, что вот заповеди и все законы, вот ритуалы религиозные, это было, для иудеев это вот на первом месте, это, самый высший приоритет, чтобы это соблюдать. И для иудеев понятие вот как Моисей и закон, это вообще как синонимы. Это одно и то же. Они даже называли, что закон Моисеев. Встречали, да, что, не в смысле же Моисей дал закон. Бог дал, но Он дал через Моисея. Моисей это принес, да, и поэтому закон Моисеев. И просто одно место Писания, это вот Луки, 2 глава, 22 стих. Здесь вот говорится, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву. Да, там говорится про рождение. То есть там вот 40 дней по закону Моисееву должно было пройти после рождения ребенка, чтобы вот женщина, она была чистая, да, чтобы там принимать участие в религиозных обрядах и так далее. Но не суть, просто я то, что пытаюсь донести, и много других мест, что они говорили закон Моисеев. Вот это вот вообще авторитет. И весь народ, вся нация, она это соблюдает. Помимо этого, Моисей, он написал первые 5 букв, первые 5 книг
в Ветхом Завете, да? Они так и называются, Пятикнижье Моисеева, либо у евреев это Тора. Вот Тора – это именно первые 5 книг в нашем Ветхом Завете, да? Потом дальше идут пророки и так далее, все это вместе, вот там 3 части, называется Танах, да? Ветхий Завет. Но вот Тора – это основа того, вы понимаете, многие книги, они были еще не написаны в зависимости от того, когда, да, но вот Пятикнижье это всегда была основа. Вот первые 5 книг, которые написал именно Моисей. И эти книги, они давали указания во все сферы жизни. В то время как другие нации, другие народы, знаете, вот как у нас сейчас актуальная проблема в стране, многие обсуждают, что у нас нет идеологии какой-то, да, или какой-то движущей идеи, что вот Советский Союз, он развалился, и была коммунистическая идеология. Я не говорю сейчас, хорошая или плохая, мы не это обсуждаем, но факт того, что она объединяла людей, да, это неоспоримо. Это была движущая сила, и во время войны Великой Отечественной, да, в том числе, знаете, это то, что объединяло людей. То есть мы там за свое счастье, за свой там, вот, там сбросили там бремя капиталистов там и средства производства народу, то есть земля крестьянам, заводы, фабрики рабочим и так далее. Вот это вот была идея. И за нее люди готовы были идти. Сейчас как бы такого нет. Вот, знаете, у нас какие-то поиски идут. Вот евреям им не нужно было искать никакой идеи. Их идея была, и вообще вот то, что их объединяло, это Бог, который сказал: вы мой народ, вы должны почитать меня, хранить себя, делать то-то и то-то. Понимаете, вот что вот объединяло нацию? Что для них вот было и шло. И посреди этого центральная личность во всем в этом – это Моисей. Поэтому вот прийти и сказать, вы представьте, я что пытаюсь донести. Прийти и сказать, что вот пишется послание евреям. Это те иудеи, которые, в смысле, новообращенные люди, которые пришли в церковь, но они вот у них их прошлое – это еврейство, да, это иудейство. И они знают Бога, они знают все. И здесь он говорит им, что не смотрите на Моисея, ребят. Он, конечно, крут, но Иисус, он больше. И само по себе вот это заявление, оно, ну, для евреев это прямо титанические сдвиги в сознании. Но именно это, здесь он говорит, что каким бы великим ни был Моисей, но Иисус все равно больше. Вы понимаете? Вот как бы донести, вот я даже не знаю, я вот сейчас пример приведу, не знаю, насколько удачный, но вот кто-нибудь знает, в каком вообще вот году, ну или в каких годах, так скажем, вот первые вычислительные машины, первые компьютеры стали появляться? Нет, не в смысле вот персональный компьютер на X386, компания IBM, которую мы знаем, или там Искра, а вообще первые вычислительные машины. То есть те, которые ему, да, 50-е там. Но вообще на самом деле это 40-е годы уже, да, там, во время войны. На самом деле основа была заложена даже в конце 30-х. И там были первые попытки, там, теоретические основы. Во время войны в 40-х там вот был первый компьютер собран, ну или вычислительная машина, я не знаю, как это назвать. Там вычисляли там баллистические траекторию ракет, там это, ну, было в Штатах. Но суть в том, что если фотографии посмотреть, вы наберите, можно погуглить как бы эту тему. И фото найти вообще вот первые вычислительные машины. И это вот, да, это несколько комнат, либо вот если, ну, можно все заставить, это шкафы, то есть это лампы, это транзисторы, и там даже коммутация нужна была. То есть, ну, они были, так как программного обеспечения не было такого, как сейчас, универсальное, там, что можно под любую задачу сделать. И то есть, например, чтобы рассчитать какую-то задачу, ну, там определенным образом надо было провода, поэтому, как вот раньше телефонистки были, то есть там вот такие вот кабеля, девушки, они там ходили, перетыкали, то есть раз там одно что-то посчитали. Другое, что я хочу сказать, это был прорыв в том смысле, что можно было заменить там не один десяток людей, которые бы, если бы они считали это вручную, то есть представляете, ну, вот какие-то глобальные математические вычисления, да, тебе нужно там с логарифмической линейкой, и ты что-то делаешь, а здесь просто ты включил, пусть там, да, у тебя какие-то там немножко есть манипуляции, но это заменяет десятки людей и годы времени. И это было просто величайшее изобретение. И все как бы, вау.
Там была своя мини-электростанция, потому что потребляла это просто чудовищно все. Там, ну, может быть, не как нашу ГРЭС надо, но тем не менее, обыкновенный там какой-нибудь бытовой генератор, он не подойдет, потому что там сотни киловатт были, как бы, да, вот, потребление мощности. И это был прорыв, и люди, которые жили в то время, они говорили, что это вообще просто пик, да, там, человеческой мысли, ну, кто был сопричастен, потому что это тоже держалось и в тайне, там, и так далее. Но что я хочу сказать, вот если смартфон свой достаньте, вот процессор, который внутри этого смартфона, он там в сотни, в тысячи раз мощнее сейчас, чем то, что было тогда. Его вычислительная мощность, она просто несопоставима. И во сколько раз он меньше? Я даже не... Ну вот представьте шкафы, которые бы не поместились в эту комнату. И у тебя оно помещается в карман. И питается от батарейки, там, я не знаю, сколько там питания, 8, 9 вольт, 12 вольт, да, вот как бы там. Ну да, ты ее зарядил от 220, но тем не менее. Что я хочу сказать? В то время это был прорыв, это было круто. Но сейчас твой телефон, он гораздо лучше и мощнее во всем. Менее энергозатратный, в 1000 раз мобильнее и в 1000 раз мощнее по вычислительной мощности. Тем же самым образом можно сказать, что Моисей велик. Он был великий. Но он ни в какое сравнение не идет с могуществом, с силой и с величием Иисуса. И как христиане нам легко это понять. То есть мы знаем, что Он Бог. Он и человек, и Бог, да, в одном лице, Сын Бога Живого. И как христиане мы, ну, нормально это понимаем. Но для людей того времени, да, это, ну, как бы о чем ты вообще говоришь? И как я уже говорил, нам это понятна концепция, что Иисус, Он больше, Он великий. Но мы привыкли говорить о том, что Иисус, Он священник и Он царь. И вот сегодня я бы хотел вот коснуться именно, знаете, что Он еще и пророк. И Он лучший пророк, чем Моисей, и чем все пророки, которые были до Него. И почему вообще вот Иисус, Он был пророком? Вот не очень популярная тема вообще в проповедях. И кто-то может задать вопрос. Нам-то вообще какое дело до этого? Ну, какая разница? То есть пророк, не пророк. Ну, я могу сказать, что, знаете, вот для Бога это имело значение. И если для Бога Отца это имело значение, и Он поместил это в Писание, и Он говорил, ну, наверное, это не лишено смысла, да? И Бог, вот то, что мы прочитали, Он сказал Моисею: среди народа я подниму человека, который будет такой же, как ты. Да? Который будет пророком. И что такое пророк вообще? Вот по определению, да, можно сказать. Пророк — это человек, который провозглашает волю Божию людям. Ну, вот сейчас у нас тоже есть пророки, часто, или там, ну, кто-то называет пророчествующие люди. Я не хочу в это вдаваться, но вот в том ветхозаветном понимании, вот то, что было, да, пророк для народа, для нации. Вот масштаба Моисея, то, что было. Мы сейчас не будем вот лезть в эти дебри, ну, в церквях, то, что вот пророки и так далее. Но там вот это вот воля Божия для народа, для людей, да. Он слышал от Бога, и он провозглашал это людям. И еще раз, вот, Второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой». Внимание! Его слушайте. Он говорит здесь про Иисуса, который будет, да? Его слушайте. Слушайте, что Он будет говорить. И вы знаете, это
то, что Бог, Он также сказал, когда Иисус, Он был со своими учениками на горе Преображения. Вы помните, да? Иисус, Он взял 3 учеников, Петра, Иакова и Иоанна, поднялся с ними на гору, остальных всех оставил, никого не брал, да? Пришел там Моисей, Илия, Иисус, Он преобразился, лицо Его сияло. Что произошло? Матфея 17 глава, 5 стих. Когда Он еще говорил это, облако светлое осенило их, и вот глас из облака, говорящий, глаголящий, да? Внимание. Это есть Сын мой возлюбленным, в котором мое благоволение. Его слушайте. Он не только там священник, еще, знаете, он пророк, который провозглашает волю Божию. Он говорит, его слушайте, слушайте Иисуса. Вот все, что он говорил, то, что до нас дошло, знаете, нам нужно его слушать. Когда Иисус, Он говорил, все, что записано, вот если есть такие версии Библии, знаете, где красным текстом, вот вся прямая речь Иисуса, она выделена красным текстом. Я как-то уже до этого показывал, да, но у нас, я не знаю, печатные издания есть такие у нас или нет, но в электронном виде они существуют. Не знаю, чье это издание, перевод. Все, что вот это говорится, вот это вот воля Божия для нас, потому что это то, что говорил, да, то, что делал вообще пророк, он провозглашал волю Божию для людей. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что даже, вот мы говорим, да, пророк, но Иисус, Он отличался от всех пророков еще так же. Знаете чем? Вот, если посмотреть на весь Ветхий Завет, и когда описывается какой-то пророк, тот же Моисей, и то, что вот вообще происходило, он что говорил? Так говорит Господь. Чтобы люди понимали, да, что это не моя воля, не моя какая-то там прямая речь. Так говорит Господь. И дальше он там продолжал. Когда сейчас тебе кто-то там из пророков, знаете, я как бы под большое сомнение поставил, если кто-то подходит, и такой, чтобы впечатление произвести, так говорит Господь. И начинает тебе что-то, ну, не знаю. Я к тому, что не обязательно сразу слушать этого человека, да? Но, тем не менее, тогда это было так, да, вот. Так говорит Господь. И Он говорил, но обратите внимание, что говорит Иисус, каким образом поступает Он. Он говорит, я говорю вам. Он нигде не говорил, что так говорит Господь. Я говорю вам, делайте то-то и то-то. А я говорю вам, что вот эта заповедь, она вот такая-то и такая-то. А я говорю, что кто только посмотрит, уже прелюбодействует. И так далее, да? Ну, не знаю, почему сейчас это всплыло. Просто, да? Вы понимаете отличие? Не так говорит Господь, но прямая речь от себя, от первого лица. Я говорю вам. И люди все, знаете, это то, что когда вот мы читаем, все его ученики, все люди, которые слышали Иисуса в то время, они это понимали на подсознательном уровне. Они понимали, что он другой, что что-то не так. Давайте мы прочитаем вот 7, Матвея 7 глава, 28-29 стих. Иисус там проповедует, говорит, и дальше что? И когда Иисус окончил слова сии, там Нагорная проповедь, да, перед этим, народ дивился учению Его, внимание, дальше, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И даже не как любые пророки. Он говорил, как власть имеющий. И у Иисуса было что сказать. Да? И Он больше, чем любой пророк, который когда-либо жил, включая Моисея. И именно поэтому, да, почему Он не говорил, так говорит Господь? Да потому что Он и есть Господь. Да? Я говорю вам. У каждого пророка было какое-то послание всегда. Да? И
Какое же послание Иисус, Он как пророк именно, Он доносил до людей, Он пришел, чтобы донести до нас. Вы знаете, есть стандартные вещи, которые, вот, ну, как пророки все говорили. То есть прежде всего покаяние. Любой пророк, он говорил, что покайтесь. И Иисус, он говорил то же самое. Смотрите, Матфея 4 глава, 17 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Как правило, любой пророк, да, когда, ну, то есть Господь он его побуждал, когда народ он впадал в какие-то непотребности, непотребства, отворачивался от Бога, и пророк приходил и говорил, что покайтесь, поверните свои жизни от греха, да? Потому что люди, как правило, ну, они думают, да, все нормально, ну, может быть там что-то это, ну, так, в принципе же все хорошо. Это помните, как мы говорили не так давно про то, как не потерять ориентиры в духовной жизни? Авиагоризонт был и прибор, который стоит в самолетах современных. Потому что если у тебя нет никаких приборов, и ты в самолете, и у тебя, например, ты в тумане, вообще непонятно у тебя положение. Ну, ты можешь лететь уже вот так, а как бы ориентация у тебя ты не чувствуешь. И то же самое с нашей духовной жизнью, да, может быть. Ты думаешь, у тебя все нормально. Поэтому нам нужен искусственный горизонт, такой прибор, которым является Библия, да, чтобы сверять с ней. Ну и прислушиваться к диспетчерам, которым с земли виднее, где ты там и куда тебя несет, да? Потому что со стороны виднее. А для тебя может быть совсем не очевидно. Что-то я не в ту сторону пошел. Ну, мы говорили уже про это, да? Но здесь Иисус, Он пришел, Он говорит, что покайтесь, да? С вами не все в порядке. Все согрешили и лишены славы Божьей. Никто не может стоять пред Богом на основании своей праведности. И вопрос не в том, что ну я же ничего плохого не делаю. Ну вот я там хороший. Еще раз, вот это и есть самоправедность. Написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Даже если ты ничего не делаешь плохого, и по мирским стандартам ты весь хороший. Но суть-то в чем? Принять Бога. Он послал Сына за тебя. Чтобы ты Его принял. Также, о чем еще говорили пророки? О Царстве Небесном, да, о том, что будет суд. Давайте мы посмотрим быстро. Матфея 13 глава, 47-50 стих. Иисус здесь проповедует о суде, который будет. Еще подобно Царство Небесное не в аду. Это 13 глава, 47 стиха еще раз. Еще подобно Царство Небесное не в аду, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Будет день суда, да? И лучше тебе быть готовым, да, к тому времени. И это те вещи, о которых говорили и другие пророки также, да, что покайтесь, что будет суд Божий. Но вот внимание, какой из пророков, который приходил до этого, говорил подобные слова? Матфея 11 глава, 28-30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое легко, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Придите ко мне».
Я дам... Нет, это Иисус говорил. Ко мне придите, и успокою души ваши. Да? Найдете покой душам вашим. Ни один пророк, он не мог такого сказать. Ни один мудрец, ни один философ, ни один человек, у которого есть власть и деньги, точно не Моисей. Он не мог этого дать. Но Иисус, он мог. Потому что было что-то вообще во всей истории Иисуса, во всей его судьбе, во всем его предназначении, то, что меняет жизни людей. Просто его присутствие, оно меняло людей. Иисус, он сказал, Иоанна 10 глава, 10 стих. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. Так много историй вообще, когда жизни людей, они менялись. Я думаю, что каждый, наверное, сидящий здесь, он может засвидетельствовать, что моя жизнь, она изменилась, когда я узнал Иисуса. Я помню, что, знаете, вот в 90-е годы, наверное, 90-е это были, может быть, начало 2000-х, у меня вот как-то с датами не очень хорошо, как-то вот, все как-то очень расплывчато, все, что было. И вот плюс-минус, бывают люди, которые могут точно сказать, я приблизительно ориентируюсь, вот у меня там дочь родилась в 2000-м, я вспоминаю там, да, например, так вот это вот происходило, у меня дети были или нет, нет, значит, до 2000 года, да, вот, значит, 90-е. А все, что это, да, если где-то дети были, значит, уже после, как-то не очень. Ну вот, я помню, знаете, у нас, кто-то, может быть, помнит, из тех, кто был такой фильм «Иисус», я даже не помню, кем он был снят, зачем, но просто вот такая вот история. Не сказать, что он там высокохудожественный какой-то там кинематографический. Я вот просто пытался найти, да, что-то. Это художественный фильм, который описывает напрямую вот Иисуса. И мы здесь, помню, тогда снимали клуб Гагарина. Не тот, который сейчас построили, да, вот эта вот махина, а такое маленькое здание там такое было, деревянное. Но он такой, как концертный зал, как кинотеатр он был. Там была сцена, было это. И можно было показывать. И мы показывали просто желающим вот этот фильм. Люди приходили и каялись просто от того, что они смотрели кино. Вы можете себе такое представить? Сейчас. Наверное, другое время может быть. Как бы для каждого времени свое определенное, какое-то событие, дух другой, не знаю, да. Но для каждого времени, наверное, свой инструмент какой-то. Тогда это было действенно. И собирались залы. Когда-то полные, когда-то не очень. Даже там, знаете, несколько десятков человек. И они смотрят, и кто-то выходил и каялся. Просто смотря на это, на картинку. В смысле, на кино. Просто история Иисуса, которая рассказывалась, да. И фильм, он касался людей. Только представьте. Я думаю, что каждый может засвидетельствовать, да, что когда вы сталкивались с кем-то, да, когда кто-то, вы рассказывали о чем-то, и человек, он каялся. Это меняло жизнь человека. Люди иногда поступали, знаете, есть такие истории, когда там, я не знаю, грабители, там вот человек, не у нас в стране, на Западе, да, то есть ограбил кого-то, нормальная сумма денег была, и пришел, сдался, принес все на него смотрят, то есть никаких следов не было, которые бы к нему вели. Вот, смотрел тоже фильм «Иисус», растрогался, решил, что пора завязывать, пошел, сдался. И таких примеров куча, на самом деле, да. Привести такой пример, знаете, я вот хотел бы. Кто смотрел кино, художественный фильм «Бен-Гур» называется?
вопрос, вы какой смотрели? Который вот современный, вот который недавно вышел? Кто-то смотрел старый, кто-то... Ну, смотрите, на самом деле есть всего 5 фильмов. Насколько я знаю, вот есть 5 экранизаций вот этого романа. Если посмотреть, ну, я обычно смотрю, либо на сайте есть такой на английском языке IMBD, да, это Internet Movie Database.com. Ну, на русском это Кинопоиск. Там, как правило, бывает, ну, в том смысле, что такой лайфхак, как выбирать фильмы вообще от меня, да. Ну, так много всего, и в последнее время фильмов хороших, откровенно скажем, как-то не очень много. Я бы сказал, больше вообще какой-то шлак, который, ну, мне лично не очень хочется тратить свое время на просмотр чего-то, что оно... Поэтому снимают много сомнительного качества, и хочется, если уж что-то смотреть, тратить время, ну, чтобы это было достойно. И, к сожалению, громкие имена это уже тоже зачастую как бы совершенно не показатели. Может быть какой-то герой такой главный, актер с многомиллионными гонорарами, и ты ожидаешь, что это будет что-то достойное, смотришь и думаешь, ну, полный привет. Особенно, когда у тебя дети есть в семье, нет никакой уверенности, что... То есть, хотелось бы знать, что там вообще будет. Потому что выберешь, сидишь, смотришь и думаешь, ну, полный привет. То есть час выключать или бегать постоянно детям там. Да, выйди из комнаты, заходи в комнату, да. Поэтому заходишь, смотришь, да, и там есть рейтинг фильмов по 10-бальной шкале. И я для себя давно такое выбрал, знаете, вот, например, то есть все, что выше 8 баллов, это прям очень хорошие фильмы, как правило. Редко, когда, ну, люди, они ошибаются. То есть это там тысячи отзывов, ты смотришь, все, что ниже 7, ну, до 7, от 7 и выше, и, ну, как бы, да, можно посмотреть. Все, что ниже 7, там 6 и так далее, ну, как-то, скорее всего, Кинопоиск наберите, например. Ну, Кинопоиск, там у них как бы своя рейтинговая система, но они, как правило, приводят ссылку вот на вот этот английский сайт, англоязычный, он мировой. То есть там зрители со всего мира оставляют отзывы. Кинопоиск, соответственно, это наш. Сейчас, по-моему, компания Яндекс его купила уже давно. У них, кстати, там, ну, неважно, и кинотеатр есть и так далее. Онлайн сразу же на их основе. Но там же можно найти это рейтинг, ну, в смысле, по крайней мере, на англоязычном я все время смотрю. Это советы, там, гид для родителей. И там сразу, ну, по нескольким параметрам, там, например, то есть насилие по такой-то шкале, там, такие-то сцены есть, то есть там сексуальные сцены там по такой-то шкале оцениваются, там то-то есть, потом, ну, как правило, если это англоязычный фильм, там все время маты, и они оценивают также, ну, то есть у нас, как правило, не переводят. Ну, есть студии, которые сейчас переводят, но... То есть ты знаешь, вообще стоит смотреть и показывать детям или нет. Вот. Но суть в чем? Вот этот фильм, который вышел недавно, Бен-Гур, у него рейтинг 5,3. Чтобы вы понимали, ну, то есть я не смотрел его. Только, опять же, из-за этого ожидания были большие. Может быть, его просто сравнивают с тем, что было. Но на самом деле, я так понимаю, что самая успешная экранизация – это фильм 59-го года. Фильм, который завоевал 11 Оскаров в свое время и всякое такое. То есть это, знаете, это как «Титаник» в свое время или «Аватар». То есть это было событие. Ну и если смотреть, наверное, лучше смотреть его все-таки. Как бы, ну, если вы не смотрели, я могу порекомендовать. Суть в чем? Бен-Гур. Я потом, ну, можно написать. Ну, это имя человека. Там главный персонаж Иуда Бен-Гур. Как Бен, Б-Е-Н, Бен, Гур, Г-У-Р. Да? И вымышленный герой, сразу скажу, да, живет во времена Христа, он еврей, живет в Иерусалиме. Там, чтобы вам не спойлерить, да, происходят определенные события с ним, его предают, как бы угоняют там к римлянам. Потом он возвращается, и он там хочет отомстить вообще всем. И история Иисуса, она переплетена. То есть вот этот главный герой, он, да, рассказывается его история, но на протяжении всего фильма он соприкасается с Иисусом. То есть он тут его встретил, и там какие-то события происходят. Потом через какое-то время он опять его... И таким образом, рассказывая историю главного героя, рассказывается история Иисуса Христа. То есть как бы Евангелие в том числе, да, тоже. Почему я затронул вообще вот этот фильм? На самом деле этот фильм, он основан на знаменитом романе, на знаменитой книге
автор Лью Болос есть такой. И он больше особо-то, ну, по крайней мере, в нашем мире он ничем не знаменит, да, как бы. Но вот этот роман в свое время, он писал это 19 век, там 1870-е годы, в общем, да. Он ветеран был гражданской вот войны, воевал за север в свое время, и он был атеист. Ну, не знаю, ну, он не был верующим абсолютно, как бы, да. Он писал какие-то вещи, и в один момент он встретил еще одного человека, да, он был такой, знаете, агностик, военный тоже. Они ехали в поезде, фамилия у него такая Ингерсол. Агностик это, то есть, ну, он, люди, которые считают, что, вот, знаете, вот, человеку невозможно познать Бога. Это вообще где-то, даже если он могут не отрицать, что он где-то есть, но вот познать его невозможно, это что-то где-то вот там. Ну, то есть оба такие, знаете. И вот они сидели, как-то рассуждали, они обсуждали, то есть вот автор романа будущий Волос, он уже начал какую-то вот историю писать, он начал, это вот первые главы романа там про волхвов, вот он как бы описывал, они вот это все дело обсуждают, и вот его спутник, он ему, знаете, такую идею подбросил, слушай, говорит, напиши нормальный вот роман, нормальную книгу вот про Иисуса, но только вот безо всей вот этой вот мистической чепухи, что вот он там с небес пришел там и так далее. Опиши его, как он был. Человек среди людей. Среди человека. И вот это как бы была движущая сила. Но вот этот Волос, да, он такой, знаете, он очень ответственно подошел ко всему. Он начал изучать Писание. То есть, ну, понятно, надо было... Основная история это Евангелие, то есть он перечитывал Евангелие, он не ездил в Израиль на тот момент, но он пошел там в библиотеку Конгресса, он там начал поднимать исторические документы, ну, чтобы это было достоверно. Потому что, знаете, вот сам по себе факт, что, ну, взять и написать книгу про Иисуса, то есть это не сегодняшнее время, это 19 век. То есть, ну, за это могли там и на кол посадить. Ну, или там не на кол, но бобо сделать точно. Потому что, ну, общество, оно было такое богобоязненное, пуританское в Америке. И вот просто, знаете, богохульство. То есть, но никто не нашел его даже, вот знаете, в том, чтобы упрекнуть. То есть, ни одна церковь, никто никогда не сказал. И вы знаете, произошло что? Постепенно. То есть, сначала тиражи, они были не очень большие, да? Но... Мы как-то уже, знаете, я как-то уже рассказывал вам, может быть, кто-то и фильм смотрел «Унесенные ветром». И был такой роман в Америке. Вот на тот момент, вот «Унесенные ветром», ну это еще «Хижина дяди Тома». Была такая книжка, которая там рабов описывала. Вот это это бестселлеры, самые читаемые произведения были и так далее. Но роман «Бен-Гур», когда вышел, и после фильма, когда люди посмотрели, и вот экранизация была, знаете, ну, вернее, это подстегнуло еще, но в тот момент кто-то называет, что это самое читаемое произведение в 19 веке, англоязычное, то, что вот было. Говорят, даже соперничало с Библией. Ну, то есть, если взять на всем историческом отрезке, понятно, что Библия, она вне конкуренции. Сколько изданий там и так далее, сколько людей читало. Но тогда это было, знаете, это вот, кто-то говорил, что даже многие американцы, они, это вот, ну, первые книги, которые они прочитали, или вообще никогда не читали ничего. Это вот там, «Хижина дяди Тома», и второй это вот роман «Бен-Гур». Как бы, да, был. Кто-то говорит, что самая влиятельная христианская книга 19 века. Кто-то говорит, что это самый продаваемый роман всех там времен и народов. Неудивительно, что, ну, его 5 раз экранизировали. Да, то есть очень удачное было и так далее. И, как я уже сказал, да, автор, когда он писал, он не верил в Бога, он просто хотел создать коммерчески успешное произведение, да, вот такой вот роман. Но в то время, когда он работал, вы понимаете, вот она, Евангелие лежит в основе, все, что он брал. К тому моменту, когда он закончил книгу,
Догадайтесь 3 раз, что произошло. Иисус, Он изменил его. Он стал верующим. И таких примеров, знаете, когда человек, он погружается, и он действительно начинает изучать, и он был не глуп, так скажем, прямо не дурак, да? Он обнаружил, что, хотя его просили, покажи его вот без всей вот этой вот чепухи, там, да, без всех вот этих вот чудес, да, знамений, там, вот это все. Да, вот как бы, ну, такое вот отношение вначале, я так понимаю, было. Был такой исторический персонаж, да, вот он жил, вот он там умер, и вот как бы вот он хотел рассказать историю. Но к концу написания он обнаружил, что Христос, он больше, чем человек. Больше, чем просто человек. Это Бог во плоти. И вы знаете, вот здесь тут, что мы вот говорили, тема наша, что он был пророком. Иисус, он был пророк. Но его послание, как пророка, какое оно было? Он сам. Он сам и был посланием. Поэтому он больше, чем все другие пророки. Давайте мы прочитаем последнее место, я закончил уже. Иоанна 11 глава, 25-26 стих. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Спрашивает. Иисус спрашивает. Веришь ли ты этому? Вот мне нечего вообще добавить. Хочется сказать, что а веришь ты? Ты-то веришь вот этому? Это то, что вот он говорил. Вот это вот и есть его пророческое послание. Аминь. Слава Богу. Мы еще прославим? Где у нас группа прославления? Не, ну просто я как-то не уверен. У нас обычно, когда более именитые музыканты на сцене, там как-то все стесняются как-то. Давайте мы прославим сначала Господа, а после этого у нас еще есть поздравление с днем рождения. Ниями. Да? Может быть, еще какие-то объявления будут. Аминь.
сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Когда воскликну я, ты все вокруг меняешь, могуществом своим врага ты сокрушаешь, являешь силу ты, когда воскликну я. Я громко воскликну, аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну, аллилуйя. И мир твой наполнит меня. Я громко воскликну, аллилуйя. Горы падут, ветры утихнут. Я громко воскликну, аллилуйя. И мир твой наполнит меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Твой мир наполняет меня. Аллилуйя! Добрый день, драгоценные. Мы сегодня поздравляем именинников, кто родился в ноябре. И прошу выйти сюда их. Тук-тук. Ага. Кто еще родился в ноябре? Поздравляла многих я, да? Но просто есть люди, которые сейчас по каким-то причинам не находятся, да, здесь. Кто-то уехал, кто-то работает, или еще другая причина. Как вы знаете, что еще Любовь Николаевна у нас была, да? Она сейчас в отъезде, у нее тоже именинница. Я именинница тоже ноября, да? Слава Богу. Моя дочь Антонина, кто ее знает, тоже именинница 8 ноября, да? Вот. И слава Богу. Как вы знаете, Бог любит каждого, и я очень благодарна Ему за каждого, кому Он дал и подарил жизнь, да? Слава Богу, Господь. Господи, мы так благодарим Тебя за то, что мы родились. Благодарю Тебя, Господь, что Ты нам даешь те благословения, которые мы имеем. Мы всегда благодарим Тебя за все, Господь. Господи, благослови каждого, наполни сердце их любовью, верой в Тебя, укрепи, Господь, их. Дай им, Господь, здоровье, хороший иммунитет, радости, мира и всего-всего самого наилучшего во имя Иисуса Христа. Аминь. И такая тишина. Давайте похлопаем Господу нашему, да, еще. Скажем, спасибо Тебе, Иисус, за все, что мы имеем, за все блага, которые у нас есть, за все, что Ты нам даешь, Господь. Вся слава Тебе. А дает Он нам очень много. И вся слава Ему. Ой. Хорошо. Еще раз. Всех вас рад видеть. Но наше собрание
официальная часть подходит к концу, или подошла. С миром Божьим по домам, пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. Внизу можно попить чай. Спускайтесь. Добро пожаловать. Хорошо? И приходите в следующее воскресенье. Не болейте. Все, Господь пусть благословит вас. До свидания.